Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала «Мир Бурятия». Я Баир Жигмитов. Сегодня наш рассказ о деятельности депутата Улан-Удэнского городского совета депутатов Геннадия Юрьевича Доржиева. Итак, мы сейчас находимся в школе номер 47. Школа отмечает свой юбилей – 25 лет. Мы начинаем наш рассказ. Открывают нам учителя. Депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов Геннадий Доржиев поздравил коллектив учителей и учеников школы номер 47 с юбилеем. Мы чествуем наших ветеранов и ученики, не только 47-й школы, то есть у меня на округе несколько школ, это 49-я школа, 50-я школа, 57-я школа. У каждой школы есть свои определенные вопросы, которые, как депутат, мы участвуем в решении. Вот, в частности, допустим, по 47-й школе, есть вопросы, связанные с ремонтами. То есть здесь задача, чтобы в бюджете были соответствующие средства заложены. Поддержка заключается, это у школы какие-то письма бывают, оказать благотворительную помощь по тем или иным вопросам. Вот. За эти годы мы сейчас со школой сделали, я считаю, ремонты капитальные, система отопления, фасады, с окнами вопросы. Совместно конечно, при поддержке администрации города, нашего комитета по образованию. Вот. Сейчас, 2 года подряд мы ведем работу по тому, что делаем новый стадион. Уличный школьный стадион. Вот. В прошлом году мы сделали 2 площадки. Это волейбольно-баскетбольные площадки с искусственным покрытием. Всего было сюда выделено 4 миллиона рублей. И за короткое время, в общем, мы эти площадки сделали. То есть это первый этап строительства школьного стадиона. Значит, в этом году сделали большую работу в городском бюджете, плюс я еще собственные средства добавлял. Значит, в целом где-то на 4 миллиона мы сейчас забетонировали покрытие, бетонное покрытие школьного стадиона. То есть это несколько, так скажем, достаточно серьезно были работы проведены. И на следующий год планируем, что мы уже сделаем искусственное покрытие. Вот также были в этом году проведены мероприятия по укреплению откоса. Многие родители озабочены организацией досуга своих детей, особенно подростков. Депутат Геннадий Доржиев принял во внимание этот вопрос, и уже сегодня на улице Мокрова можно увидеть подростковый клуб. По заказам наших жителей, с помощью Геннадия Юрьевича, нам удалось это помещение получить. Это хорошо тем, что здесь 46-й, 47-й квартал, 44-й дети будут задействованы досугом, не будут болтаться по улицам. 3 года кропотливой работы и помещение в 160 квадратных метров предоставлено в пользование клуба. Работа проведена, и выделили помещение. Вот. Сейчас проводятся ремонтные работы. Я думаю, что в ближайшее время мы детский клуб откроем. Для примера могу сказать, в энергетике была проведена работа. Мы 3 года назад открыли филиал детской школы искусств. И на сегодняшний день филиал школы искусств работает. То есть различные кружки. И дети с удовольствием посещают. Развитие детских дворовых площадок является приоритетом горсовета Улан-Удэ. Геннадий Доржиев руководит рабочей группой депутатов и курирует этот вопрос по всему городу. Мэр города Александр Михайлович Галков, то есть он эту идею продвигает о том, чтобы в каждом дворе были благоустроенные территории. То есть не просто детская площадка, мы говорим, а именно благоустроенная территория, то есть она должна быть детская площадка, озеленение и дальнейшая, конечно, задача, чтобы в том числе это было еще и внутридворовое асфальтирование. То есть двор должен стать комфортным, уютным, а задача жителей, управляющих организаций, соответственно, поддерживать в надлежащем состоянии дворовые территории. Сейчас в этом году было больше 30 миллионов рублей направлено на детские площадки. Значит, на следующий год мы запланировали минимум 26 миллионов рублей направить на строительство детских площадок.
То есть в среднем в год мы вводим более порядка 100 детских площадок. В Бурятии наступила зима, первые числа декабря. Площадка не пустует. Дети вовсю упражняются на турнике. Тут горка такая очень красивая, красочная горка. Есть качели очень много, безопасные, причем эти качели. Кроме того, огорожена площадка. Ну, вообще там детям интересно и хорошо. Сейчас, кстати говоря, это возле у нас 4-й блок, и обещают площадку возле 5-6 блока уже тоже, что будет такая же красивая площадка. Поэтому мы ее ждем с нетерпением. Геннадий Юрьевич, если пообещал, он однозначно, я уверена в этом, потому что я очень часто с ним сталкиваюсь по работе и в школе, и как житель микрорайона, он свое слово держит. Ремонт дорог, благоустройство внутри дворовых территорий. Кроме того, есть и так называемый частный сектор. Здесь проблем у жителей возникает предостаточно. Водоотведение, электрификация. С этими и другими вопросами идут жители избирательного округа номер 10 к своему депутату. Приемная находится на улице Мокрова, 30. Ведется прием населения, значит, там люди обращаются по тем или иным разным вопросам, там, от вопросов, связанных с ремонтом, благоустройством и вплоть там, до определенных личных вопросов. Вот у меня приемная работает с понедельника по четверг, то есть 2 помощника, я сам веду прием, то есть, а так у меня постоянно с 9 до 7 вечера, то есть у меня приемная всегда открыта. Как вы поступаете в тех случаях, к примеру, если житель пришел и жалуется, что у него протекает крыша? Каковы ваши полномочия в данном случае? Мы здесь отрабатываем с управляющей организацией, с комитетом городского хозяйства и с администрацией Октябрьского района. То есть, соответственно, мы начинаем понимать, так скажем, наша задача поднять просто эту проблему на уровень. Есть вопросы, связанные с благоустройством. И, конечно, в первую очередь я хотел бы, наверное, пожелать, чтобы ту работу, которая на сегодняшний день уже сделана, да, то есть чтобы наши дети, родители, так скажем, воспитывали детей, чтобы берегли детские площадки. Вот. С другой стороны, да, есть вопросы, которые не в каждый двор мы сегодня пришли, будем отрабатывать. А так, в целом, конечно, что хотел бы жителям нашего города пожелать, самое главное, хорошего, крепкого здоровья, уверенности в своем, оптимизма и, конечно, благополучия, всегда, чтобы было хорошее настроение. Ну и слово избирателям, они лучше всего видят работу депутата. Я живу на улице Мокрова. За это время уже в нашем доме построена детская площадка. Это, во-первых. Во-вторых, на территории школы номер 47 сделана спортивная площадка. Это, во-первых, то, что точно уже я знаю. Дальше Геннадий Юрьевич помогает нам, нашей школе, выпускать газету, школьную газету. Помогает ребятам участвовать в разных спортивных мероприятиях, в работе разных конференций. Даржиев Геннадий Юрьевич наш хороший депутат. Нам он помогает материально в любом отношении, помогает, значит, и учителям, и ученикам, и всей нашей школе. Наша Мокрова, это были одни ухабы и ямы, сейчас замечательная дорога. Установлен, получается, лежачий полицейский, то есть безопасно. Вот это все тоже мы обращались. Обращались по поводу того, что перенесли конечную 57-го, чтобы было безопасно детям ходить. Помог Геннадий Юрьевич. Помогает в благоустройстве, получается, нашего округа, в ремонте дорог, насколько я знаю, очень большая помощь Геннадия Юрьевича. Ну и вот здесь, по крайней мере, где я живу, в нашем доме очень часто обращаются с наказами к Геннадию Юрьевичу. В нашем же доме находится штаб, так скажем, да, где принимают постоянно. И все, кто обращались, оказывают помощь. Завершая наш рассказ, напомним, что в следующем 2014 году состоятся выборы в Улан-Удэнский городской совет депутатов. И тот, кто работает на пользу простым горожанам, своим избирателям, скорее всего, будет переизбран.